груди. Здравствуйте. Дұрыстар мұны. Ат, мен бұрай майда, қачму чақ-чақкада. Что я здесь? Она... Бегемки, поехали мы к ним. Мы поехали мы к ним, неки камтар победа гуфтановичта гемемрус обсуждать мы к ним победа радустоя здесь. Почти 3 моҳ мешава бигем ки ҷанг рафта истодааст дар байни Украина ва Россия на руси суҳбат мекунем то ки ҳама бифаҳмем. Вот почти 3-й месяц война между Россией и Украиной. Ну, точнее, Украина напал в России. Россия напала в Украину, точнее. Вот. И сначала они якобы военная спецоперация, а потом начали они говорить, что они воюют с НАТО, Европой, короче, со всеми они воюют, русские там. Ну, в конце концов, они осознали, что это война, но до сих пор это спецоперация, говорит, сидит. Но это конкретно масштабная война, которая самое тяжелое оружие и тяжелой ракетой, бомбой ударит по территории Украины. Ну, как бы они делали, не делали, ну, Россия здесь конкретно проиграл. Скоро война заканчивается в Украине, а в России открывается второй фронт. Финансовая война будет открываться там второй фронт. Реально. Теперь там никто никому не доверяет. Нет доверия. Вот. Люди, которые укрепили себя, олигархи, другие чиновники, все они потеряли уже большие деньги, которые они десятилетиями там накопили, зарабатывали на кровь русского народа. Те, которые бабушки сидели в холода, печку топили, буржуйку, а они газ продали. За это деньги зарабатывали. Ну, сделали себе миллионерами, миллиардером потом. Вот это вся деньги, они, естественно, не хранили в России. Почему? Потому что их план был, что вот когда они заканчиваются вот воровать, когда их срок заканчивается, вот что-то там подозрительно будет, и они сразу, короче, чухнут оттуда. Но и так получилось, что теперь это деньги, получается, в загранице это закрыто. Теперь это деньги в загранице находятся уже... Не вернуть это деньги. Почему? Потому что это деньги уйдет на восстановление территории Украины, который разрушал Путин по приказу Путина. Вот. Теперь надо на все это ответить. Вот. Или им давать больше шанс, то, которые у них были. Надо шанс их удвоивать или утраивать, или учетверяивать, короче, чтобы
они восстановили, зарабатывали это деньги, получается, и Москву газ не надо отдавать, Питеру, Самару, все, короче, там всех их закрыть их газ и продавать. На какую бы цену не был, не купит Европа на дорогой цену, надо продавать Таджикистану на дешевую цену, надо продавать Казахстану, Киргизстану, не знаю, кому угодно, Индия, Пакистан, например, Китай. Ну, на любую цену надо продавать, и это миллиардов, чтобы восстановить. Для этого не надо будет потом отдавать газ, даже в Москве не надо отдавать, и Питер, Самара, Тольятти, ну, всем областям, наверное, кроме Москвы, остальным всем областям придется закрыть газ. Теперь они будут жить, как эти бабушки, которые жили на буржуазийку. У нас лес много, хорошая пропаганда проведем. Скажем, зачем газ мы используем? У нас лес много, мы будем рубить дрова, трава и топим печка. Раньше мы без газа жили, наши предки хорошо жили. Но такой пропагандой опять Соловьев и других придется немножко тогда градус свой менять в другую сторону. Вот. И чтобы они, как-то говорят, успокаивались и умели жить на дровах. Теперь на буржуазийка. Ну, нормально же, что плохо, что плохое-то. Чем власть разрушит, чем Путина, как-то говорят, ссорит с олигархами, чем олигархов обижат, да? Но лучше мы живем на буржуазийка, как у нас таджики говорят, мы терпим на все, лишь бы у нас не была война, лишь бы не было что-то там, голодование. Ну, немножко хлеб, и мы терпим. У нас в Таджикистане вот с таким темпом люди как-то живут уже 30 лет под одной правительством. Уже живет они уже 30 лет нормально. А русский-то тоже будет жить немножко. Вот. Не знаю, что будет дальше, ну, по прогнозу, по темпу, который идет, уже конкретно русские проиграли. Все. Вторая армия мира, вот все балабол. Все. Теперь каждый год миллион отдавали, миллиарды отдавали в Чечню, там, чтобы на выживание или на хороший кайфушка этого войска, на все это. Теперь не будет это отдаваться там. То ли будет налог удваивать у вас русские, налог будет двойной тариф на все это. Надо-то жить, надо чем-то кормить других людей тоже. Там как-никак войска, они же любят на дорогих мерседесов, они же любят шишковать, кишковать, кайфовать. Вот. Теперь ТикТок деньги не дает, YouTube деньги не дает. Вот. Все проблема вот одновременно, понимаешь? Вот хотя бы ТикТок отдал бы какой-то деньги, YouTube отдал бы, можно бы как-то крутиться людям, жить. Вот. Теперь не знаю, что будет там, короче, но точно по прогнозу будет хреново. Это реально будет хреново. Не такой хреново, а конкретно будет хреново. Который русские уже готовьте из своего гаража, вытаскивайте буржуазийка дедовский. Скоро, может быть, и газа не будет. Держава газа, тоже газ не будет. Может, переходите на дровах, как у нас. У нас много ГЭС, много электричества вырабатываем. А у нас электричества нету. 2 часа утром, 2 часа вечером дают. Мы-то терпим на это и живем. Почему? Потому что
А у нас продают, там Афганистан, Пакистан, куда угодно продают это электричество, а мы живем пока, терпим, держимся. Вот. Если хотите практиковать, можно сначала с таджиком, так, таджику берите себе. Они знают, как можно выживать просто на такой ситуации, когда газа нету, света нету, батареи нету, отопления. Вот. И вам учат, как можно терпеть, как можно жить там вообще-то. У нас уже 30 лет на этом есть опыт. Мы уже на этом тема уже со стажем. У нас есть хороший стаж. Мы можем помогать вам именно в этой сфере, на выживание. Как можно выживать просто, когда нет газа, когда нет света, когда нет отопления, как можно правильно жить, не умереть. У нас хороший стаж, опыт, мы можем вас учить бесплатно, причем бесплатно учим. Бесплатно учим, абсолютно бесплатно. Вот. Это нормально. Вы же 100 лет нам помогли, да? Вы нас от наших дедов освободили, вы наши освободители русские. Как вас не учить на такое выживание? Так, как выживать? На такой суровой ситуации. У нас даже маленький ребенка, уже 5-летний, 6-летний, он знает, как можно правильно жить, чтобы не умереть без света, без газа, без отопления. Ну, так что на этом тема, например, где вы можете положиться на нас. Мы учим вас, спокойно учим, без вопросов. Почему? Потому что вы нас освободили, и мы попали на этом ситуацию, понимаешь, русские. Вот. И ваша вот эта 201-я дивизия, которые там убивали людей, которые бунтовали, хотели вот это снимать этого вашего Янга, невестка ваша, жена Путина, наша президента Эмомали Рахмона. Мы же худагай же, куда? У нас такой наш президент, жена вашего президента, который 30 лет там держит. Вот. Благодаря на вас мы уже эксперимент делали, вот это вот выживание, без света, без газа, без этого. Мы вот 30 лет уже опыт набрали, у нас очень хороший опыт на выживание. Вообще-то. Мы профессионал, например, вот каждая сфера есть свой профессионале, понимаете? Вот именно на выживание, без света, без газа, без отопления, уже мы профессионалы. Всех учим, как можно правильно держаться. Вот. Самое главное, Бога не забывать, понимаете? Шукруна не забывать. Вот это вот главный символ выживания без света, без газа, это шукруна. Вот это шукруна, как правильно надо произносить еще это слово шукруна. Потом вот. И это шукруна. Потом вождь. Ну, у вас есть вождь уже. Путин есть вождь. У нас есть вождь, например. Вот. И вот так надо правильно, просто правильно адаптироваться. Вот это правильно адаптироваться. Дышать, голову свой, мозг свой, настраивать на этом. Уже у тебя нихуя нету ничего. Все. Ты должен не умереть. Понимаешь? Не надо думать, о, у нас есть там газ, почему у нас газа нету. Давай мы митингуем. Не, уже уже вы так умирать будете. Вы пропадаете. Вот просто надо забывать, что у тебя есть газ, у тебя есть много ГЭС, электричество. Все это надо просто забывать. Все. Считай, что нихуя у тебя нету. Понимаешь, русские? Вот видите, мы вам учим, как правильно жить.
Потому что вы, суки, нас до того довели, вот до этого, что вот это вот пидора наша одного, вы держите там на нашу голову, да, что кто бунтует, убивайте там, миротворцы. До того мир творили там у нас вообще-то. Мы 30 лет нахрен без света, без газа, без отопления живем. Вы понимаете это? 30 лет. Это не один, не два, не три, а 30, целых 30 мы живем. Мы же профессионал выживания. Америка еще на лес от 2 человека пустит, еще камерой, нож там, все удобство, чтобы на выживание. Это мы уже все вот это шоу Америка брала от нас, как правильно выжить, когда у тебя нихуя нету ничего. Понимаешь? Америка взяла это, сделала шоу такой на телевизор. А мы в реале вот так живем. В реально вот так мы живем. На выживание. Понимаешь? Так что если русский, вы хотите, чтобы выжить вот эта ситуация, вот, просто адаптируйтесь, вот просто думайте, что больше у вас нихуя ничего нет и не будет никогда. Понимаете? И никогда не будет. Вот. Вот и тогда вы можете выживаться. Вот это вот холод переживете, голод переживете. И при этом все время слово шукрона не забудьте. Вот. Никогда не забудьте слово шукрона. Вот это слово, чтобы утром, вечером, обед, 3 раза в день. Если сколько вы больше будете произносить это слово шукрона, шукрона, голодный шукрона, холодный шукрона, тинджи, понимаете? Вот. Шукрона, что нет война, шукрона, мы терпим, лишь бы не была война. Вот так вот шукрона, шукрона. Вот как много вы произносите это слово, вам легче становится выживать на любое условие. На любое условие вам легче становится жить. Понимаете, русский? Вот. Это мой совет. Мой совет, который профессиональный выживальщик, который выживал 30 лет. Из 7 моих лет я вот это вот на такой ситуации я выживал. Зимой нет света, нет газа, нет отопления и нет ничего. Тем более хорошая еда тоже нету, кусок хлеб когда-то есть, когда-то нет. Просто кипяченая вода, соль и немножко молоко может быть, и какой-то кусок хлеб, но при этом шукрона. Шукрона. Все время надо адаптироваться, все время мыслить, чтобы у тебя нихуя ничего нету, не будет. Вот то, что есть, вот это, надо терпеть. Надо терпеть. Понимаешь? Вот тогда вы точно не пропадете, русские. Это я вам советую. Потому что вы, сука, нас довели до этого ситуации, это русские довели. Вы сделали у нас. Все. Никто больше. Почему? Потому что мы до сих пор живем, сука, под вашей крылой. Под русский крылой. Русский держава. Русский. Вы сами не жрете, ничего не кушаете и не живете. И нахрен никому еще вы жить не даете. Я не знаю, что у вас какой у вас вот эта политика, жизнь вот это вот думаете, ваша держава. Вот вы сами не кушаете и кушать никому не даете. Вы сами не живете и жить никому не даете. Понимаете, вот это вот самое обиднее вот эта жизнь. Еще мы должны гордиться и все время сказать спасибо русскому народу, что русский нас освободил от наших дедов, который убил всех их и потом сказал: вот мы вас освободили, теперь мы будем вас контролировать, вы будете жить под нашей крылой, как мы хотим, так вы будете жить. Вот спасибо вам, русские, за ваши хорошие добрые, которые вы нам устроили, вообще-то, 30 лет без света, без газа, без ничего.
И при этом вы не хотели, чтобы мы вот это ваше попугая, марионетку вашу, чтобы снимали, поставили свой человек, который думает о народ, думает об страну, который вот, который он возглавляет. Ну вот эту марионетку вы держите 30 лет, вот барабаните на нашу голову вот эту марионетку, да? Вот. Но мы тоже вам желаем такой же жизнь, которой мы жили 30 лет русские. Тоже очень желаем, чтобы без свет, без газ, без вода. И все у вас было по часовым, чтобы вы тоже сидели, как Якубович сказал, есть такая страна, там каждый день 2 раза праздник будет. Вот люди радуются 2 раза, с утра и вечером. Где находится эта страна, никто не нашел. Сказал это Таджикистан. Утром дает 2 часа свет, люди так радуются, что у них есть 2 часа свет. А потом еще вечером, когда им дает еще 2 часа. От 8 до 10, когда дает им свет, и люди 2 часа так радуются, Шикрона говорит. Это был Таджикистан. А мы вам тоже самого желаем, русский народ, чтобы вы поняли, что вы творили вот цели 100 лет, 200 лет с другими народами, которые оккупировали эту территорию. Что делали? Таскали их золото, таскали их богатство, все забрали. А это народ рабом делали. Рабом. Понимаете? Еще вместо спасибо таджик чурка, таджик чурбан, таджик такой. Сколько людей еще убивали таджиков, таджикистанцев. Ни один из вас никто не посадил в тюрьму до этого времени. Даже пятилетнюю девочку изнасиловали. 5-месячный ребенка убили, полиция ваша, убил. Никто не сидел за это, не был никто ответственен. Столько людей каждый год, тысячи убивают. Никто вот в тюрьму не сядет. Вот так. Убить таджиков стал просто, понимаете, для вас хобби. Пьяный выходит на улицу и убивает таджикистанцев. Понимаете, вот это для вас это было. Ну, я надеюсь, что Бог есть. Мы тоже видим. Если мы не видим, то наши дети будут видеть этого, как вы. Вот такой опущенный народ будете на этом свете, который. То, что вы творили 200 лет почти, 100 лет. То, что творили. Все ваше время теперь закончилось. Теперь второй фронт открывается прямо в Кремльский фронт, называется это. А между олигархами, которые потеряли свои имущества, теперь они будут между собой воевать. Шойгу должен отвечать. Тот, кто затеял эту войну, должен теперь конкретным вот это образом отвечать перед те люди, которые зарабатывали столько денег и вот так и потеряли. Дальше надеемся и думаем, и как-то говорят, посмотрим, что будет. Всем вам, салам алейкум. До новых, как-то говорят, и встреч с вами. Пишите свои мнения в комментариях.